Ну, уважаемые коллеги, у меня тема будет шире, чем, вот, допустим, отрасль здравоохранения. Значит, я об итогах работы нашего комитета и Государственного собрания по нашей теме. Мы в 2019 году, в сентябре, провели большие парламентские слушания по снижению уровня бедности, учитывая, что это основная и главная проблема у нас в республике, в Российской Федерации. И задача тогда стояла снизить уровень бедности к 2025 году два раза. Значит, и у нас эти показатели, помните, они превышали 19%, даже 20%. Вот. И мы с участием тогда первого президента Михаила Ефимовича Николаева провели эти парламентские слушания, и, значит, были приняты очень конкретные рекомендации этих парламентских слушаний. И вот по результатам и постоянно исполнение этих рекомендаций мы держим комитет на контроле. И в ноябре 2020 года была принята правительством Республики Саха-Якутия региональная программа по снижению доли населения доходами ниже прожиточного минимума. Основные мероприятия направлены на обеспечение занятости и повышение трудовых доходов. Это создание новых рабочих мест, поддержка сельского хозяйства, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие системы социальной помощи, социального контракта, организация социальной адаптации малоимущего населения. В прошлом году мы на правительственном часе рассмотрели ход реализации региональной программы, и по предварительной оценке Росстата уровень бедности в республике в 2021 году по сравнению с 2017 годом снизился на 3,1% пункта. То есть с 19,6% до 16,5%. За этот период с ростом доходов преодолели границу бедности 26 тысяч почти 27 тысяч человек. И наша общая задача, товарищи, реализация мероприятий региональной программы по снижению уровня бедности и безработицы до 5,4% к 30 году. В октябре прошлого года в Якутск приезжали члены Комитета Государственной Думы по социальной политике и провели круглый стол о совершенствовании законодательства в сфере труда и социальной защиты населения на Дальнем Востоке, в рекомендации которого были включены максимально все задачи в области социальной защиты, например, по пенсионному обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, по защите интересов безработных, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях. Так, например, в новой редакции федерального закона о занятости населения учтена норма о назначении гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, максимального размера пособия по безработице. Данное предложение мы озвучивали на данном круглом столе. Отрадно, что наши предложения были услышаны и поддержаны. Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день остается вопрос политики оплаты труда работника бюджетной сферы. Совместно с Федерацией профсоюзов Республики Государственное собрание при принятии республиканского бюджета ежегодно ставим повышение заработной платы работников в бюджетной сфере, в том числе прочих категорий.
Вопрос занятости населения стоит на постоянном контроле комитета. В 2020 году провели круглый стол о трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По итогам круглого стола были приняты рекомендации по принятию дополнительных мер, направленных на содействие занятости населения, в том числе для трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, либо высвобожденных в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Также дополнительные меры, направленных на повышение занятости инвалидов, в том числе рассмотрение вопроса создания Центра трудовой реабилитации инвалидов. В рамках парламентского контроля в 2021 году были проведены парламентские слушания на тему реализации государственной программы содействия занятости населения республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В целом, по итогам слушаний было отмечено, что в республике приняты меры по улучшению ситуации на рынке труда. Это в первую очередь увеличение финансирования программы по социальному контракту, поддержка самозанятых, поддержка личных подсобных хозяйств и расширение программы «Местные кадры в промышленности». Я вот сегодня слушал выступление Елены Виссарионовны и хочу вот с этой трибуны подтвердить, что огромная большая работа ведется и комитетом, и правительством по направление занятости и трудоустройства граждан. Вот представьте, да, 50 тысяч наших сограждан, да, это молодые люди, они трудоустроены в промышленные предприятия. И то, что вот Максим Викторович сказал с этой высокой трибуны, да, что очередь сегодня стоит от промышленных предприятий по трудоустройству, по принятию их на работу, коллеги. Поэтому в этом направлении вы тоже, особенно в сельской местности, надо очень серьезно работу вести. Вопрос привлечения, вот о чем я сказал, местных трудовых ресурсов на промышленные предприятия республики рассматривается парламентом Якутии еще с прошлого созыва и постоянно стоит у нас на контроле. Я вот хотел, да, в резолюцию нашего вот сегодняшнего форума, да, мы поддерживаем очень хороший, очень конструктивно, очень деловой вот этот резолюция, проект резолюции. И тот вопрос, обращенный к вам, уважаемые работодатели всех форм собственности, да, и представители вот трудовых коллективов, профсоюзы, первой там приоритетной задачей указано это вопросы здоровья каждого работника, ваших коллективов. Это очень правильно. И здесь руководителям, профсоюзам трудовых коллективов хотел бы обратиться, чтобы на эти вопросы здоровья каждого работника, ведение ими здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, массовыми видами спорта уделили приоритетное внимание. Это поддержка спортсменов, физкультурников, их стимуляция, поддержка команд, которые выезжают на соревнования. Это очень важно. И, конечно, второй приоритетной задачей, я бы хотел и в резолюции это указать, на вопросы, еще раз повторяюсь, я в приветственном слове об этом сказал, трудоустройство, вопрос трудоустройства мобилизованных граждан. Это также очень важное направление. Сейчас много будут возвращаться. Вот уже один товарищ возвратился, по-моему, он принимал участие, да, и ищет работу. Вот таким товарищам нам всемирно надо поддерживать и их помогать. Спасибо, уважаемые участники форума. Всем желаю прежде всего крепкого здоровья и больших трудовых успехов. Спасибо. Спасибо.